Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто изменит вашу жизнь навсегда? Кто этот человек? И каким образом изменит вашу жизнь? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, здесь несколько людей. Ух ты. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая. И, возможно, здесь действительно судьба, она вариабельна. И здесь ни одного мужчину показали, здесь показали несколько мужчин. Понятно, что вы все разные, и мужчины, соответственно, будут приходить тоже разные. С разными задачами, с разными целями и по-разному будут и влиять, и изменять вашу жизнь. Я сейчас просто вам опишу этих мужчин и опишу их взаимодействие с вами, их влияние на вас. А вы уж там сами определитесь, кто из них ваш. Смотрите, самый первый, вот он основной, видите, какой стоит? Он разрывает цепи. Цепи — это то, что вас сковывает, это то, что вам в жизни мешает, это то, что не дает вам возможности жить той жизнью, о которой вы всегда мечтали. Это могут быть долги, это могут быть кредиты, это может быть неудачный брак, да, неудачные отношения, в которых вы сейчас состоите. И опять же, это образ и уровень жизни, да, как цепи. Вы хотите жить лучше, но это невозможно. В тех реалиях, в которых вы оказались, это невозможно. Например, живете вы в маленьком городке, где нет ни работы, никаких интересов, и жизнь, она однотипная, да, вот никак нельзя поменять то, что с вами произошло, либо то, как вы живете. У кого-то действительно ситуация, когда вы из последних сил тянетесь, пытаясь как-то прожить, прокормить свою семью, своих детей, и еще и покрыть большие долги, кредиты. Да, у кого-то так отыграется. У других ситуация, когда вы неудачно вступили в отношения, живете с нелюбимым мужем-тираном, который не только вот ни любви, ни поддержки, ничего не дает, только лишь нагоняет, только лишь делает вашу жизнь подобную адским мукам, да, и надеяться вам не на кого, потому что вы одна, например, с детьми, и вы просто не представляете, куда вам идти и каким образом избавиться от этого ужасного тирана. Вы у меня все разные, и каждая живет свою жизнь. Вот этого мужчину показали очень, вы видите, да, какой у него торс, какая у него фигура, какие у него сильные ноги и очень умная голова. Этот мужчина, он разрывает те цепи, которыми вы скованы. Этот мужчина, он невероятно и умен, и силен. И этот мужчина, он мне вообще идет как посланник небес, посланник вашего рода, посланник ангелов, да, посланник высшей силы. Мужчина-освободитель. Это тот, кто вам поможет. Это тот, кто вас освободит. Мужчина, который где-то уже рядом с вами, потому что этого мужчину показали именно в корне рисунка. То есть совсем близко с вами. Может быть, вы уже с ним познакомились. Может быть, вы уже с ним обсуждаете свои проблемы. И этот мужчина уже ищет варианты, как ваши проблемы решить, да, как вас вызволить, как разорвать эти цепи. Мужчина очень надежный, и у мужчины к вам очень громко бьется сердце. Вы нужны этому мужчине. Этот мужчина
полюбит вас, либо уже влюбился в вас, причем по самые уши, да, сильнее любить уже больше невозможно. Либо та любовь, которая вспыхнет в сердце этого мужчины к вам, она будет настоящей, искренней и на всю жизнь. Ради вас этот мужчина пойдет на большие жертвы. Ради вас этот мужчина и свою жизнь поменяет, чтобы помочь вам, да. Возможно, этот мужчина продаст какое-то свое имущество для того, чтобы покрыть ваши долги, чтобы вызволить вас из кабалы долгов. Возможно, этот мужчина даже вас заберет и куда-то вместе с вами уедет, да, подальше, в место, где есть возможности роста, развития, заработка. Здесь мужчина может также, например, вступиться там, не знаю, в рукопашную с вашим мужем-тираном, чтобы его от вас отвадить раз и навсегда, показать, что у вас появился сильный защитник, который ни при каких обстоятельствах не даст вас в обиду. Это очень крутой мужик. Он внешне суровый, но очень теплый и мягкий внутри. И еще показано, что этот мужчина, он очень тактильный. Вот он любит прикосновения, обнимашки, поцелуйчики. Вот такой прям ласковый, ласковый. Внешность суровая. Так посмотришь на него и скажешь: о, такой брутальный мужик. Но когда с ним поближе познакомишься, понимаешь, что он прям лапочка, такой плюшевый мишка внутри, наполненный там, не знаю, теплом, романтикой, всякими там как розовыми фантиками, цветочками. Очень, кстати, поэтичный, романтичный, даже в какой-то степени беззащитный и ранимый. Вот если прям внутрь его заглянуть. Ну, а так, конечно, да, мужик, все мужика мужик, брутал. И мне кажется, еще он очень высокого роста. Ну, либо он такой весь сбитый, мускулистый, вот прям чувствуется, рядом с ним чувствуется сила, мужская сила, вот эта настоящая маскулинная сила. Этот мужчина вас освободит от цепей, которыми вы скованы и прикованы, да, к определенным обстоятельствам, к определенным бедам и неприятностям в своей жизни. Спаситель, помогатор и герой, да, настоящий герой, рыцарь без страха и укора. И этот мужчина, он уже рядом, потому что в корне рисунка. Мне почему-то кажется, что вы уже познакомились, вы уже общаетесь. А может быть, у вас уже роман завязался с этим человеком. Но здесь именно про спасение и про любовь идет. Дальше, мои хорошие, еще один персонаж. Но здесь мужчину показали возрастным, он возрастной, у него возраст. Это не молодой мужчина. И он не герой, да, у него нет силы, у него нет мускул, но у него есть острый ум. И этот мужчина, он очень умный. Этот мужчина, он многое знает, очень начитанный, глубокий человек. Интеллектуал, да, вот в чистом виде интеллектуал. Мне почему-то кажется, что этот мужчина, он вот мне идет больше как какой-то доктор, специалист, доктор, может быть, юрист даже, да, человек, который умом решает очень сложные проблемы, да, разрешает очень сложные задачи. Возможно, у вас проблемы со здоровьем. Возможно, вы уже оббегали все клиники, поликлиники вашего города и, возможно, и соседних городов. И ваше состояние, например, ухудшается, а диагноз вам никак не могут поставить. И вы уже в отчаянии, вы не понимаете, к кому обратиться, чтобы вам хоть какое-то минимальное облегчение получить. Вот, попадете вы в руки этому мужчине, и все у вас сложится. И этот мужчина сотворит для вас чудо. Ну, в вашем понимании, да, он вас вылечит. Там, где другие бессильны, там, где другие вот так разводят руками, именно справится этот человек. Благодаря этому человеку вы в прямом смысле слова начинаете бегать. Да? Встаете на ноги, начинаете бегать. У вас уходят боли, хвори. Либо, возможно, еще и ситуация, что у вас уходят какие-то ограничения. Ну, допустим, если это юрист, то вы могли быть ограничены в своих правах, да? Либо кто-то вас ограничил в правах. А этот человек своим интеллектом, своим острым умом найдет правильное решение, да? Поставит диагноз, найдет правильное решение и избавит вас от того, что вам сейчас в жизни мешает. С этим человеком вы будете связаны на определенный период времени, да? Пройдет время, человек сделает свое дело, а потом вы перестанете общаться, либо перестанете встречаться. Да, возможно, вы будете поддерживать какой-то контакт, либо держать связь, но это не будет постоянно.
Вот так мне идет. Поэтому я говорю, либо доктор, либо юрист, либо какой-то другой уникальный специалист. Причем не просто специалист, самый лучший специалист в своем деле. Дальше с правой стороны. Но здесь тоже вроде как про любовь идет и про брак. Вот любовь и брак мне показано сразу. Мужчина, между вами какие-то отношения, вот они мне идут странные. Вам трудно общаться. Трудно, да? Хочется так много сказать, но я не могу. То ли этот мужчина где-то далеко от вас живет, да, и у вас общение, оно там ограниченное, да, нет личного, а есть только лишь там интернет-сообщение, либо телефонная связь. И также очень похоже, что этот мужчина, он иностранец, то есть вы говорите на разных языках. И вам очень сложно друг другу высказывать те чувства, эмоции, мысли, желания, да, которые у вас есть. То есть нет общего языка, да, либо есть какие-то трудности, сопряженные с вашим общением. Допустим, не всегда и не все можно там перевести переводчиком, да, а очень часто еще некорректно переводят. Но опять же, есть вещи, которые они недоступны никакому переводчику, да, которые вы хотели бы сказать. Я вижу, что этот мужчина, он будет ехать к вам, как будто бы вот в лотерею играя. То есть вы не уверены в нем, он не уверен в вас, потому что у вас проблемы в связи, в общении, но он едет, вот он думает, вот я поеду, я все равно к ней поеду, и будь что будет. Откажет, значит откажет, согласится, но тогда я буду самый счастливый. Вот для него вы как лотерея, а он для вас как лотерея, да, потому что вы тоже мало что о нем знаете. Вы мало знаете, например, о том, как он живет, только лишь с его слов, грубо говоря, с его описаний. Вы, например, не особо представляете, что ждать от этой нации, да, в целом, что это за люди, как они живут, о чем думают, что для них в приоритете, какие у них там культурные особенности, религиозные особенности. Опять же, да, здесь очень много вопросов. И все эти вопросы, они так вот друг на друга наслаиваются. Но здесь показано, что этот мужчина, он за вами приедет, он приезжает, откуда-то приезжает. Приезжает для того, чтобы вас забрать. Смотрите, с одной стороны, здесь и радость, и печаль. Радость от того, что он приехал, радость от того, что он гораздо лучше, чем, например, на видеоконференции, и радость от того, что этот мужчина вам подходит, вы прям чувствуете, что это ваш человек, да? Вы друг друга вот прям посмотрите, пощупаете, поймете, что вы, да, действительно друг другу подходите и в друг друга влюблены. Вот. Но с другой стороны печаль, потому что он вас будет забирать, он вам будет предлагать ехать с ним. То есть здесь как условие, да, что мы живем, например, на моей территории, в моей стране. Печаль от того, что вам нужно будет прощаться с родным домом, прощаться с теми, с кем вы всю жизнь прожили, да, кого вы знаете, кого любите. Если вы мама с детьми, возможно, даже вы, ну, допустим, да, там не рискнете сразу уехать с детьми. Может быть, даже придется на какое-то время с детьми расстаться, да, поехать, хотя бы посмотреть, что там за жизнь, да, выйти, например, замуж, оформить документы, потом уже, например, перевозить своих детей. Вот. Тут и плюс, и минус. Но с другой стороны, девочки, здесь действительно перелом в судьбе. Мне этого мужчину показывают очень деловым и практичным. Человек, который, он не жмот, но он с умом тратит деньги. Он умеет так зарабатывать, он знает, как это тяжело, и он вкладывается именно в свою жизнь. То есть человек живет, ну, в наших, наверное, понятиях, это зажиточно. Да? То есть у него хороший дом, у него хороший автомобиль, у него там хорошая работа стабильная, у него есть деньги на счету, там, на всякий случай, потом еще деньги на еще другой случай. То есть человек вкладывается в себя и в свою жизнь, он ни в чем себе не отказывает. И если вы станете членом его семьи, то и вам, и вашим детям отказу тоже не будет. Вы для себя откроете совершенно новую жизнь. Опять же, тут и плюс, и минус. С одной стороны,
новая жизнь, это прям интересно, да, уникально, познавательно, учиться новому, осваивать новый язык, новую культуру, вливаться, да, в новое общество. Но с другой стороны, здесь и проблемы есть. Разница менталитетов, опять же, привычки, вкусовые привычки. Это кажется ерундой, на самом деле это очень серьезно. Вот. И у вас тут, значит, такой вот переломный момент, когда вам придется взять на себя ответственность и выбрать свою дальнейшую не только жизнь, но и судьбу. У вас здесь перекресток. Очень, кстати, важный перекресток. Смотрите, если вы едете с этим мужчиной и начинаете жизнь в новой стране, в другой стране, то жизнь ваша и судьба сложатся по одному сценарию. И если вы отказываетесь, то этот мужчина уезжает. Да? Он не останется у вас, он не останется на вашей территории. Я не могу сказать, по какой причине, но это точно, что он не останется. Вот. И тогда вы уже в другом направлении выстраиваете свою жизнь и судьбу. Да? Ищете там другого человека, пытаетесь построить новые отношения. Вот, как вариант, этот мужчина очень хороший. Ну и есть и плюс, и минус. И уже вам нужно будет выбирать, чего вы хотите. Оставить все как есть, да, и искать счастье в родных краях, либо все-таки рискнуть, пойти ва-банк и уехать в новую для себя страну. И начать жизнь, ну, в прямом смысле слова, с чистого нового листа. Вижу, что если вы выбираете новую жизнь, то ваши дети вам всю жизнь будут благодарны. Благодарны за то, что вы вот решились, да, что вы такая дерзкая, да, решили все поменять. Но и также вижу, что вам будет сложно. Сложно, ну, адаптация, может быть, какая-то непростая будет. Будут моменты, когда вы захотите все бросить и уехать обратно. Вы скажете: хочу там родные березки, хочу борща, хочу там, не знаю, сало покушать. Ну, вот в таком ключе. Но опять же, все зависит от вас. Этот мужчина, он зажиточный, он вас точно не обидит. Мало того, здесь показано, что между вами формируется молот. Это работа, да? Возможно, вы вместе будете работать, либо вместе какой-то бизнес еще откроете, либо он вам окажет полную поддержку, и вы сможете стать предпринимательницей, да? Он вложится в вас, в то, что вы умеете, знаете, и благодаря ему вы еще и свои отдельно деньги будете зарабатывать. Ну, а может быть, вдвоем, да, будете работать, и вдвоем будете хорошо зарабатывать. Но это будет уже совершенно другая жизнь, жизнь, которой вы еще не жили. Там больше будет свободы, больше будет возможностей, но опять же, да, нужно будет перестраиваться, полностью перестраиваться под другую страну. Вот, выбирать вам. Ну, мне кажется, что это вариант хороший. И если у вас есть дети, и дети ваши маленькие, они смогут быстро привыкнуть, выучить язык, адаптироваться, то дети вам точно будут говорить спасибо. Вот. Ну, а так, конечно, решайте вам. Но между вами очень сильная симпатия, я это вижу. Может быть, любовь придет чуть попозже, либо придет любовь, когда вы конкретно встретитесь. Но в сегодняшнем дне показана именно очень сильная симпатия и очень сильный взаимный интерес. Дальше левая сторона. Но здесь явно треугольные отношения. Треугольные и очень драматичные на самом деле. Здесь любовь с надрывом. Здесь много страсти, здесь много огня, но и много минусовых моментов, таких как осуждение, непринятие. Даже моменты, когда вы сами начинаете сомневаться, стоит, надо ли. Вот. И мужчина тут весь такой истерзанный. Здесь еще противостояние очень жесткое со стороны третьей персоны. Здесь больше, знаете, какие-то военные баталии, вот это описано. Вот. Скорее всего, в этих отношениях вы уже состоите, ну, либо вы к этому близки, да, к тому, чтобы войти в любовный треугольник. Здесь именно не свободный мужчина, а мужчина, который очень сильно рискует, да, он буквально ставит свою жизнь на кон. Вы же в меньшем риске находитесь, но у вас риск другого характера. Ваша соперница в отчаянии, в борьбе за своего мужа, получается, да, способна на страшные вещи. То есть здесь могут быть и магические воздействия, здесь могут быть и угрозы в вашу сторону, и бесконечные там истерики, выяснения отношений.
это любовь, которая, она самая сложная из всех тех, которые здесь показаны. Но и страсти здесь очень много, непомерно много. Здесь такая страсть, которая просто вот сводит с ума. Особенно вот мужчину она сводит с ума. Да и вы в этой страсти тоже растворяетесь. Как бы вы там себя не держали в руках, но здесь безумное притяжение. Просто какое-то безумие, а не отношения. Мои хорошие, здесь как будто бы весь мир против того, чтобы вы были вместе. Но у вас есть возможность быть вместе. Здесь мужчина ради любви, ради вас может пойти на все. То есть он может прямо все оставить, всю свою прежнюю жизнь оставить для того, чтобы быть с вами вместе. С одной стороны, это замечательно, это прекрасное доказательство того, что мужчина вас любит. Но с другой стороны, вот представляете, вы вдвоем с чистого листа, без ничего, да, без кола, без двора начинаете новую жизнь. Здесь тоже показано, что вам придется просто вот куда-то вдвоем убегать, да, переезжать, убегать, и чтобы на новом месте, чтобы вас никто не знал, никто не вмешивался, выстраивать свою жизнь. Вот буквально с чистого листа, да, скорее всего, мужчине придется и покинуть свою работу, и покинуть то имущество, которое он непосильным трудом нажил, да, в качестве откупных, оставить и для того, чтобы быть с вами вместе. Очень непростая ситуация, но с другой стороны, если это настоящая любовь, и если вы... Ну, здесь, знаете, ощущение, когда вы друг без друга уже не можете. Все, если вас разлучить, то вы оба погибнете. Вот мне такая любовь идет. Любовь, которая как и испытание, и как неземное счастье. Вот. Очень много сопротивления, конечно, слишком много людей здесь вовлечены в эту всю ситуацию. И очень много нервов придется потратить, да, для того, чтобы вам быть вместе. Но если вы сойдетесь, то вы уже никогда не разойдетесь. Это, знаете, вот именно та история, когда люди пережили там Крым и Рым и медные трубы, и вопреки всем и вся счастливыми стали. И в такой паре, кстати, мне показано, что здесь вот именно вы друг другу жизнь продлите. Вот когда настоящая любовь, вы друг другу жизнь продлеваете, вас вместе ждет очень долгая жизнь. Вот это мне показано. Но здесь, да, вот прям как бежать вам придется. Бежать подальше, где никто не знает, никто не видит. И даже, знаете, возможно, члены вашей семьи тоже будут против того, чтобы вы в таких отношениях были. Тут весь мир как будто бы ополчился против вас. Но любовь честная, любовь чистая и вот безумная эта страсть, которая все это подогревает. Да. Ради такой любви, я думаю, стоит бороться, и ради такой любви стоит жить. Но это лично мое мнение. Конечно, вы все разные, каждый думает о своем. Мужчина прям всю свою жизнь разрушит, перечеркнет ради того, чтобы с любимой женщиной быть вместе. Вот. Ну а любимая женщина, она должна понимать, что жизнь и судьба не только ее, но и мужчины всецело в ее руках. Если она мужчину в этом поддержит, то вы будете самые счастливые. Да, жизнь с нуля, с самого начала, но вы будете очень счастливы. Если вы откажетесь, то здесь мужчина никогда больше счастливым не станет. Он всегда будет думать о вас, он будет по вам тосковать, и до сроку закончатся его дни, да, потому что он не сможет жить в такой тоске, это подорвет его здоровье, со всеми вытекающими. По крайней мере, так показали. Прям, знаете, и восхищение идет от этой отсыпки, да, от этого фрагмента, и с другой стороны, прям какая-то боль пронизывающая, да, насколько это сложно, насколько это... вот если представить, да, насколько это трагично, да, это ведь трагедия, когда есть любовный треугольник, но сердцу ведь не прикажешь, и так всю жизнь несчастным прожить, либо без любви, это же тоже ужасно, ужасные вещи, когда люди вот живут без любви, когда нет тепла, да, любимого человека. Но с другой стороны, это вам решать и вам выбирать, мои хорошие. Это ваша жизнь и ваша судьба. Я искренне прошу, чтобы небеса послали всем моим зрительницам личное счастье, чтобы вы были самые любимые, любящие и счастливые. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.